ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 30 января мировой судья Чебьюзского судебного участка вынес приговор 79-летней женщине за кражу 2 килограмм конфет и десятка яиц из магазина «Магнит» по улице Юбилейной. Бабушке присудили штраф в размере 5000 рублей с отсрочкой на 10 месяцев. Узнав об этой истории, общественность не осталась в стороне. Неравнодушные ухтинцы решили отыскать бабушку и помочь ей выплатить штраф. Дал клич на форуме. После этого пошло обсуждение, кто-то начал звонить и говорить, что да, мы готовы дать денег, куда подъехать. И так пошло. Я узнал телефон адвоката бабушки, созвонился с ним, он мне подтвердил, что да, он им является, он знает адрес, он знает, кто-то она такая, то, что они там тоже собирают какую-то помощь там вместе со своими, так сказать, коллегами она собирает. То, что она обязательно со мной свяжется, и мы вручим ей средства, которые будут собраны. Другая часть горожан предложила объявить 14 февраля днем без магнита. Общественники агитируют не посещать один день магазин этой сети. Однако дело не в самом магазине, а в человеческом равнодушии. Мы опросили горожан, за кого они готовы заплатить в магазине. Если деньги есть, то буду, заплачу. А за кого? За бабушку какую-нибудь, дедушку. Почему бы нет? Уже тех людей нет, за кого мы хотели, они поумирали. Были ж бичи, за которые кушать хотели. Я за них платил, некоторых покупал и хлеб, и все. А сейчас я не вижу, а кому сейчас помогать? Кто стоит около магазина, просит на операции, тем помогаем. Мы люди русские, добрые. За пенсионеров еще готов, а за молодых ни в коем случае. Пусть идут работать. Молодой, здоровый, что мешает идти и зарабатывать? А так, пенсионеры есть пенсионеры. Если, например, может, пенсия маленькая, денег не хватает, то там доплатить или если попросят, там не жалко как-то. Ухтинская бабушка прошла через судебные разбирательства, теперь ей предстоит оплатить штраф. Возможно, в этом ей в скором времени помогут общественники. Они планируют уже на этой неделе посетить пенсионерку и вручить ей деньги. Хотя подобные акции вызывают неоднозначные отклики горожан.